Итак, дорогие наши радиослушатели, вы вновь с нами на волне 101,3 на радио России Ингушетия. Хочу вам напомнить, что вы можете принять участие в нашем прямом эфире, а желательно активное. Позвонив нам по номеру 22 41 34, предварительно набрав код города 887 32. Также можете отправить нам и сообщение на мобильный номер 8 928 734 77 98. Итак, поговорим сегодня о женщинах, то есть о нас, о женщинах, девушках. Конечно же, можно говорить просто бесконечно. И в современном мире мы, поборов многие-многие стереотипы, мы уверенно также занимаем и свое место. Мы семьи создаем, и очаг храним, мы и работаем. Но и нам, как говорится, нужна бывает помощь. И помощь не простая, а разносторонняя. Хочу в пример привести... Это действительно очень актуально. Помощь действительно нужна бывает. И хочу в связи с этим привести пример культурно-просветительский центр. И раз цель именно этого женского культурно-просветительского центра, что в переводе с ингушского языка означает «счастье», реализация социально значимых проектов, которые направлены на поддержку, а также на сохранение духовно-нравственных, национально-культурных ценностей, народной культуры, языка, ремесела, работа с детьми и молодежью, благотворительная деятельность, много-много чего, а также еще и организация культурно-развлекательного досуга для женской части населения Ингушетии, что очень полезно, в принципе, для наших женщин. И подробнее мы сегодня поговорим обо всем этом, и не только, с нашим сегодняшним гостем. Это руководитель женской организации Ирас Аза Дидигова. Аза, мы тебя приветствуем. Здравствуй. Здравствуй. Аза, мне хочется спросить, к вам приходят счастливыми или от вас уходят счастливые? Машалхат Масанин. Ева, Седа, здравствуйте. Во-первых, мне приятно здесь сегодня присутствовать. Спасибо, что пригласили. Тема женская действительно очень важная, и последние годы становится все актуальнее. Вот этот вопрос твой, к вам приходят счастливые или уходят? Самое интересное, да, что наше название именно с этим и было связано. Когда мы искали название, думали на ингушском языке, именно чтобы как-то пропагандировать родную речь. Много вариантов просмотрели, и тогда Ильяс Матиев, наш молодой знаток истории родного языка, он говорит: а может вам просто назвать организацию «Счастье», ведь для вас, для женщин, это так важно. Самое главное, основа основ. Да. И вот, конечно, своей деятельностью мы пытаемся как-то немного осчастливить, скажем так, женщин. Приходят в разных состояниях, с разным настроением, но все-таки с каким-то позитивом, потому что, наверное, в полной депрессии бы человек не захотел в принципе выбираться. Но они с какой-то капелькой надежды, наверное, к вам приходят, поэтому что-то новое из такой повседневной рутины выбраться и что-то новое почувствовать, увидеть. Но мне приятно отметить, что уходят очень позитивные, часто делятся своими эмоциями, потом вспоминают, написываются. И вообще атмосфера на этих женских мероприятиях бывает, искренне говорю, я очень представляю, особенная. какой заряд энергии, мотивации вы получаете, основатели, работники, сотрудники, видя, не такой говори, какой-то итог. Бешеный. Да, и, наверное, желание, творить, и созидать, и созерцать, и так далее. Аза, тогда расскажи нам подробнее о деятельности вашего центра. Это женская общественная организация. Ведется она практически на общественных началах, и поэтому сказать, что стабильно, как какая-нибудь работа, государственная организация, конечно, так деятельность не ведется, но порой удивительным для нас самих образом из года в год получается вести деятельность и реализовать проекты, на которые мы, возможно, изначально даже не рассчитывали. А реально какая-то спонсорская поддержка, что-нибудь, кто-нибудь помогает вам? Первый год, вы знаете, самое смешное, когда мы начинали свою деятельность, мы даже не знали о том, что существует система грантов и так далее. Мы думали, скромно. Было сложно, да. С одной стороны, это был даже плюс, потому что ты изначально рассчитывал лишь на собственное желание, хочешь ты это делать или не хочешь, да. Если ты хочешь, даже без финансовых возможностей, ты будешь стараться провести. Если ты это делаешь ради денег, то уже ты формируешь, это буду делать, это не буду делать, тут буду делать, если будет финансирование. И это был большой положительный момент, что мы, наверное, даже и не знали об этой финансовой поддержке, рассчитывали на свои силы, и, конечно, был огромный список мероприятий, которые мы хотели провести.
Это был 2014 год, только вот активно создавались благотворительные фонды, организации одна за другой. И, конечно, женская организация, наверное, сама по себе должна была в этом ряду других организаций существовать и решать именно женские какие-то вопросы. То есть организация достаточно давно у вас существует? 2014 года, сейчас 8-й год идет. И вот тогда первый год мы проработали на общественных началах. Довольно скромные были мероприятия. Это были с детьми. Какие-то мероприятия мы совместно с кем-то проводили для женщин. Больше было интернет таких проектов, допустим, «Бери, дождь, лорик» есть в Ютубе, детские образовательные видео, там еще какие-то медиапроекты. Но в 2015 году наши знакомые общественники сказали, почему бы вам не подать на какой-нибудь грант, у вас реально уже идет деятельность, какой-то опыт есть, вас поддержит. Ну, вот так, в первую очередь, мы приняли участие в международной исламской миссии, есть такая, по Кавказу работает, и поддерживает молодежные разные проекты. И вот они, в принципе, увидели, наверное, потенциал, и из года в год нас поддерживали определенными грантами. Они, как правило, шли на закупку необходимых материалов, допустим, организацию, может быть, небольшого фуршета, потому что в конце мероприятия всегда, женщинам бывает интересно познакомиться, да, друг с другом, пообщаться. Это всегда приятно сделать там за чашкой чая со сладостями, да. Но почему я говорю про материалы, которые были необходимы? Первый год активно у нас шли мастер-классы для женщин. И это больше была как арт-терапия. То есть мы все-таки мониторим, да, что интересно женщинам, что было бы актуально, какие запросы есть, с чем нам обращаются. И просто идея досуга, просто выйти и повеселиться, она, в принципе, наверное, не особо тогда укладывалась в головах женщин, потому что мало проводилось мероприятий чисто для женщин. То есть мы в гости друг к другу входим, там на работе можем посидеть. А как такового досуга все-таки не было. Это сейчас, допустим, открываются магазины, там открытие, туда приглашают, на рестораны открытие, еще что-то, тренинги. А тогда этого не было. И, конечно, мы им предложили не просто досуг, а досуг с элементом образования, на какие-то практические навыки. Что может быть лучше? Это раз. И во-вторых, все-таки легче, наверное, и самому морально выбраться из дома, когда ты знаешь, что ты идешь не просто развлекаться, но я еще полезное что-то для себя получу. И кому-то, может, было легче отпроситься дома, там, будь это девушка или все-таки замужняя женщина. То, что, допустим, если в семье у них это не принято, в принципе, это. А когда они знали, что девушка параллельно чему-то полезному обучится, это уже был такой, более такой весомый был аргумент выбраться. В первую очередь были эти мастер-классы, но потом уже разное пошло. И курсы, и по поддержке какой-то вот самозанятости женщин, чтобы была возможность дополнительного дохода. Были IT-направления, вот особенно в последнее время у нас Хади Даурбекова, активистка наша, развивает это. Были курсы журналистики, и дальше конкурсы для детей, для мам и так далее. И вот за эти 7-8 лет вашей деятельности, да, чего вы добились? Как вы думаете, по вашему мнению? Самое такое, вся ваша команда, можно выделить. Достижение. Я всегда говорю, что в первую очередь это то, что сформирована была в команда, в принципе, девушек-активисток, которые в разных направлениях участвуют. Не могу сказать, что все 100% в каждом мероприятии принимают участие. Но журналисты, например, предлагают или поддерживают какие-то такие, скажем, журналистские направления. А рукодельницы берут свою часть. И вот это вот взаимодействие, оно реально позволяет проводить большие или маленькие проекты для женщин. У меня сейчас нету своих статистических данных. Мы, в принципе, записывали количество женщин, которые, их больше сотни было, прошли там курсы, благодаря которым что-то обучились. Опять же, будь это курсы там, по практическим навыкам или интеллектуальное что-то. В первую очередь бы я, конечно, сказала, это именно образовательный момент, просветительский. Второй – это то, что появилась какая-то площадка, на которой женщины могут чисто в женском кругу, все-таки мы ингушки, и нам мусульманки, и нам комфортнее, да, чисто в женском кругу. Ты можешь больше расслабиться, нет противоположного пола, непринужденнее вести себя, как-то пошутить и так далее. То есть появилась вот эта вот площадка, где они могут… себя вести. Да, все-таки у нас принята сдержанность при противоположном поле, а тут уже все идет немного легче. Как-то вот так. А вот мне интересно, кому и как вообще пришло в голову это решение открыть центр? Кто стоял у азов? Да, вот где начало берет?
И у меня созрел второй вопрос. Ответишь на этот, задам второй. Интрига. Я, конечно, не могу сказать, прям у кого первого в голове появилась эта мысль, все-таки это будет не объективно. Ну хорошо, давай возьмем тебя. Как ты решила, когда решила, что ты хочешь попробовать себя в этой работе? Я скажу так, вот этот период 2012-2014 год, вот если вы помните, это вот фонды начались активно вести деятельность, потом пошли сделал, потом были НАРТ, еще вот. То есть это, в принципе, была такая среда, как сказать, почва уже, да, подходящая для того, чтобы можно было вот эти общественные организации запускать. Было желание менять ситуацию вокруг себя. И, конечно, на фоне всего этого и у нас, женщин-активисток, появилась такая потребность. И уже мы хотели, конечно, от общих этих тем перейти конкретно к своим. Вот я, помимо меня, это, допустим, мои коллеги, мы тогда работали на радио «Ангушт», там был женский коллектив, они очень активно, в принципе, мы вместе активно обсуждали. Потом девочки, которые общественной деятельностью задействованы, будь там волонтеры или, может, журналисты, которые эти мероприятия освещали, они тоже, мы как-то собирались, это все обсуждали, и потом решили, что все-таки пора уже от слов перейти к действию, решиться, я говорю, потому что все-таки женщинам, наверное, заниматься общественной деятельностью чуть сложнее. Сложнее, конечно. Потому что, во-первых, мы знаем, это женщина и так работа, учеба много занимает времени. Она всегда привязана к дому, там уборка, готовка, будь ты девушка или что после замужества. Женщины. Дети, да. Подобная организация – это определенного вида рода ответственность и в целом огромный риск. Конечно, просто ты должен в сложно. первую очередь понимать, что тебе надо будет свое время, причем на общественных началах, отдавать от общественной деятельности. И все-таки, если ты начал, не хочется начать, оставить, все-таки хочется как-то стабильно вести и довести до конца начатое дело. И тут мы вот долго взвешивали за, против, плюсы, минусы, свои силы. И все-таки решили, что, соблюдая определенные правила, мы постараемся все-таки вести эту деятельность и приступить к ней. А правила были такие, чтобы в первую очередь наша общественная деятельность не вызывала каких-то негативного отклика в семье. Допустим, если мама, папа или муж против, все-таки идти какой-то создавать конфликт на этой почве и все равно идти против их желания мы не хотели. Потому что есть такое понятие «беркат ходдац» даже. Конечно. С конфликта никому не хочется хорошее дело начинать. Второй момент был то, что эта общественная деятельность не должна мешать первоначальным обязанностям, допустим. Если дома ты маме не помогла, не убралась, не приготовила обед, а побежала там где-то акцию проводить, это неправильно будет. Ты сперва должен, как это в «Маленьком принце» было навести порядок на своей планете, и потом уже идти дальше. И мы хотели, чтобы в первую очередь ты выполнял свои... Было приоритеты. Сперва выполняешь то, что надо, потом подходишь. И, конечно, это не должно было мешать учебе, если девушка учится, или работе. И вот, может, поэтому, потому что мы постарались как-то соблюдать, вот работа неплохо шла. Вот вопрос у меня был такой. Как вы создали команду? Как вы собрали нужных людей? Насколько я знаю, если я не ошибаюсь, у вас, в принципе, сохранился, да, тот состав, с которым вы начинали. Все вместе вы до сегодняшнего дня. Нужную команду. Да, именно. Мне кажется, в этой деятельности должны быть только свои люди, которые с тобой на одной волне, которые тебя поддержат, поймут, да, и прежде чем ты успеешь озвучить, уже будут знать, о чем ты думаешь. Вот тут, наверное, и был вот этот вот плюс того, что мы не создавали ее как таковую, там, объявление, приходите, кто хочет. Уже изначально была эта команда, вот, единомышленники были. И эти единомышленники наши и стали этой командой. И нам, да, повезло, что мы как-то у нас сходились жизненные там приоритеты, ценности, подход к каким-то моментам. Но самое интересное, в самом начале все-таки было небольшое разделение, было пара девочек, которые немного по-другому видели деятельность. И вот они все-таки решили немножко другую деятельность вести. Кто-то отошел, да, скажем так. Но вот этот вот костяк, у которого максимально совпадали цели, направления, задачи, каким способом их можно достигать, они остались. И, в принципе, да, это девушки, они сейчас работают. Вот, допустим, у нас 3 учредителя, также 3 учредителя остались активные. Самые большие обязанности лежат на нас 3. Это Хади Даурбекова, Мадина Аздоева и я. И помимо этого, допустим, Жадида Тевкурова, она была с самого начала, Лейла Доскиева, Малика Доскиева, много девочек. Появились новые девчонки после.
И еще самый интересный такой момент, это был возраст, когда, ну вот девушки должны были замуж наши выйти, это был перед замужеством. И после года-двух деятельности многие повыходили замуж, на время пропали все-таки, да, в первый год это уходит новая семья, ты полностью в этих делах, хочется наладить там сперва жизнь, потом дети идут. И вот сейчас прошло уже, да, 8-й год, да, и детки подросли, они себя уже зарекомендовали как снохи в семьях, и они смогли, сейчас они уже потихоньку возвращаются, снова начинают принимать участие, так что это приятно, что первоначальный состав, он не распался, а они наоборот, вот Апи Хамхоева, может быть, кто-то ее знает, блогер, мы с ней как-то разговаривали, она говорит, я извиняюсь, что я пропала, я говорю, ты не пропала, ты просто на время тебя не было, ты всегда была частью команды. Вот и также изначально это одна из новеньких ваших, по-моему. Нет, да? она была в самом начале, активно очень участвовала, благодаря ей большую поддержку она нам оказывала, брала на себя ответственность. Потом, я же говорю, замужеством на время она пропала. И вот сейчас снова И кто появилась. может принять участие, быть в составе вашей команды? Это какого рода деятельность? Полноценная работа или это чисто добровольческая, волонтерская какая-то миссия? Есть ли у вас фиксированная заработная плата? Вот это вы трудоустраиваете вот, например, людей? кто-то хочет попасть к вам в команду. Во-первых, я скажу, что мы бываем безумно рады, когда кто-то сам говорит, а можно к вам, а можно прийти сделать, можно помочь. Это настолько бывает приятно, хотя мы сами не первый год занимаемся, но всегда радует, когда появляются девушки, которые хотят принять участие. Вот последние мероприятия активно стали откликиваться. Это, конечно, общественная деятельность. Даже мы не трудоустроены. И вели деятельность. Это небольшие были гранты, я же уже говорила, даже на аренду помещения, допустим, там, покупку оргтехники, там не было таких средств. Это были на самое необходимое для мероприятия. Несколько месяцев было, где все-таки были оплачена работа, но это была уже полная занятость. Мы занимались бесплатно, это было для детей из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, бесплатное репетиторство в течение лета. А так, в принципе, да, это все ведется на общественных началах, и любой желающий может принять участие, выбрать то направление, которое ему интересно, предложить свои идеи, стать главным реализатором какого-то проекта. Мы всегда готовы поддержать. У нас, в принципе, и есть такие девочки. А мне хочется спросить, кому вы именно оказываете помощь, как ее вообще получить? Вы знаете... Каким женщинам именно? Ну, мы, в принципе, когда писали какие-то заявки, мы всегда подчеркивали, у нас нет ограничений, допустим, это женщины с инвалидностью или нет, это женщины, матери-одиночки, или это, может быть, женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Нет абсолютно возрастных каких-то ограничений. То есть в любом случае женщина, которая нуждается в помощи. Женщина, которая в том, что мы проводим, видит для себя что-то полезное, я бы сказала. Это просветительские, как правило, мероприятия. И, естественно, с элементом досуга. Если говорить о более конкретных, которым мы оказывали помощь, да, это были образовательные именно. Вот я же говорю, допустим, девочки какие-то посещали курсы журналистики, впоследствии там устроиться на работу могли, уже зная вот эти вот азы. Кто-то психолог, допустим, который бы поддержал или оказал какую-то психологическую помощь. Да? Спросить, да. Вы знаете, у нас все-таки культурно-просветительский центр, и это немного другое направление, вот именно культурно-просветительские проекты. Хотя мы стараемся затрагивать вот то, о чем мы сейчас говорим. Мне кажется, все равно даже в этой деятельности была бы актуальная психология. Единственное, что мы можем сделать, это во время наших мероприятий мы приглашаем каких-то специалистов, допустим, в том числе и психологов, и они выступают по каким-то темам. Но если говорить прям о приемах, которые бы можно было организовать, я знаю, есть организация «Женская инициатива». Вот она больше по этому направлению. И у них, по-моему, даже вот были бесплатные, возможность бесплатного посещения психологом. Сейчас проводились прям активно тренинги по этому направлению. У нас именно вот такой работы не было. Понятно. Ну, беседа у нас с вами складывается очень интересная. Впереди еще много интересных вопросов. И один проект, который буквально на днях у вас реализуется, да? А мы продолжаем нашу беседу. Я напомню, что у нас в гостях сегодня руководитель женской организации ИРЭС Аза Дидигова. Аза, итак, поговорим мы с вами о проектах. Какие проекты вы реализуете? Что у вас в планах на ближайшее время? Вот сейчас главный проект, на который направлены все наши силы, это проект «Анниса».
с арабского означает «женщина», и, конечно, посвящен полностью женщинам. Он имеет свою предысторию. Дело в том, что к нам, в принципе, часто, я уже говорила, обращаются женщины с просьбой провести то или иное мероприятие. В последнее время чаще стали просить более религиозного или национального характера с разъяснением положения женщин, ее как обязанностей, так и прав. И вообще, несмотря на то, что мы все-таки, как я сказала, культурно-просветительская организация, но есть более острые вопросы, темы, которые уже остро стоят в нашем обществе, и не реагировать на них не получается. Хорошо было, если была какая-то правозащитная, может, женская организация, она бы конкретно этим занималась и максимально бы освещала. Но пока такой нету, мы постарались взять в силу своих возможностей эту обязанность на себя. Итак, в рамках этого проекта будут и уже проходят, вот сейчас должна быть в субботу 3-я встречи с различными специалистами, как религиозными деятелями, там, допустим, этнографами, которые знают наши адаты. Помимо этого, допустим, психологи или люди, реализовавшиеся себя в каких-то направлениях, они смогут дать не только полезную информацию женщинам, но и разъяснить их, допустим, финансовая сторона вот у нас планируется. Доход женщины, да, полностью, как это рассматривается с точки зрения ислама. Или как это принято было у ингушей в семьях, да, кто что должен и так далее. Или вот сейчас мероприятие, которое мы планируем провести, оно посвящено теме НУС. Прям я вижу, мы только дали объявление, да, и прям столько комментариев, столько было подписок, и, видимо, мне стало сейчас интересно. Тем более я слышала краем уха, что на этот проект, да, на это мероприятие в субботу приглашена наша коллега Мариам Тангиева. Она великий знаток ингушского языка, ингушских адатов. С этим не поспорю, конечно же. Да, она молодец. И вот мне интересна ее роль у вас в вашем проекте. И вообще расскажи нам, давай, поподробнее. Именно в связи с этим и эта тема была выбрана. То есть мы промониторили вопросы, которые поступают от женщин, которые самые такие актуальные, проблемные. Например? Постарались собрать. Прям интересно. Именно, да, положение женщины конкретно в семье или в обществе? В семье, именно в семье мы сейчас взяли. Почему НУС? Это все-таки ее статус в семье, правда ведь? И мы там и в объявлении написали, это довольно щепетильная тема, потому что, с одной стороны, мне кажется, любая адекватная девушка хочет стать частью новой семьи, хочет себя зарекомендовать с хорошей стороны, стать полноценной хозяйкой, уважаемой, построить добрые отношения в семье. С другой стороны, она понимает, что в каждой семье свои правила, свои характеры, и ей надо быть немножко политиком, чтобы обходить острые углы, но параллельно с этим как-то сохранить, да, свое «я». И вот этот вот момент, чтобы это все решать мудро, строить взаимоотношения, нам очень, я считаю, помогают адаты, о которых мы просто часто забываем. Вообще ингушские адаты, мне кажется, их можно сравнить с какими-то правилами дорожного движения. Когда вот в городе, допустим, огромное количество машин, и казалось бы, они все столкнутся, авария за аварией будет. Когда все прописано, когда все прописано, кто может по этой стороне ехать, кто по другой, на красный останавливаешься, на зеленый едешь, где ты должен пропустить. Это удивительным образом становится такое, если никто не нарушает, идеальное такое общество получается. Но согласись, если нарушают все, а ты один придерживаешься основательно всех правил, то это тоже не есть хорошо. И как поступить вот в этом случае? Наверное, у вас тоже подобное будет обсуждаться. Вот это, конечно, этот ответ мы и хотим услышать, послушать советы от Мариам Тангиевой. Она, как ты уже сказала, большой специалист в этом вопросе. Мне кажется, ее передачи – это просто кладезь знаний. И хорошо было бы садиться и просматривать их полностью, просто не у всех есть возможность. В первую очередь я хочу сказать, что ты должен знать хотя бы эти даты. Когда ты знаешь, что ты должен делать, и в первую очередь выполняешь это, тебе намного легче тогда ждать от других то, что они тоже будут соблюдать твои права. Правильно ведь? А то нечестно будет. Мы не выполняем, что мы должны, а кричим, что вы выполняли наши. Опять же, когда ты выполняешь полноценно свои обязанности, ты все-таки ждешь такого же отношения к себе. И когда ты знаешь свои права, ты все-таки можешь
аккуратно выстраивать отношения справедливые. Я не говорю кидаться там, ругаться и так далее, но умная женщина, она всегда умеет выстроить вот эти вот отношения. А если девочка выходит замуж, и она даже не знает по-ингушски, где она должна, а где, допустим, должны ей, она просто сама изначально эти отношения может, как сказать, неправильное русло, да, направить все. Сказать, да. Конечно, к сожалению, есть такие семьи, которые не соблюдают адаты, не соблюдают эздел. Но тут уже другой вопрос и очень сложная ситуация. Тут девочка идеальная придет, допустим, и будет очень сложно ей в этом случае. Но все-таки, если и та, и другая сторона воспитана в духе там, ингушских традиций, и если мярцы будут аккуратно ей показывать, где она, может быть, ошиблась, если она будет аккуратно показывать, что вот все-таки вот здесь вот не совсем правильно по отношению ко мне, вот это вот именно правило дорожного движения, как я сказала, она будет реализовываться в рамках семьи, и максимально ничьи чувства задеты не будут, и я надеюсь, что здоровая атмосфера будет. В первую очередь, поэтому мы делаем акцент на просвещение, надо хотя бы знать. Вот, допустим, несколько лет назад все-таки был принят этот ват, что нельзя воровать, точка поставлена, и вот я помню, статья Нурдина Кадзоева, она прояснила, что ни по исламу, ни по Конституции Российской Федерации, и даже по адатам нет у нас такого. Умыкание — это не было традицией ингушей, тем более какой-то восхваляемой. Это могло кровной местью закончиться. Когда уже точка была поставлена, а многие были удивлены, как это не наша традиция. То есть молодежь, да и кто-то старше, даже не знали, что это нам навязано. Это в традиции ингушей такого нету. Но все же этим не пренебрегают. Есть такие единичные случаи. К сожалению, есть, да. И тут надо все-таки уже идет от того, как насколько строго будет получать тот, кто приступил это правило, правильно здесь? Да. Но все же на нет это сошлось. Страшно наказание. Да, на нет сошлось, и хотя бы в умах молодежи уже нету, что это нормально, что это правильно, что это здорово. Ты абсолютно права. Мышление меняет общество, я хочу сказать. Да, конечно. Но всех секретов раскрывать не будем, о чем и как что да будет в мероприятии. Но одно то, что нус, и будет обсуждаться все, что связано с невесткой, что должна она, что должны ей, а это очень интересно. Конечно, самое главное, чтобы в доме был хозяин. И хозяин это и по исламу, и по ингушски это мужчина. Если мужчина внутри своей семьи, то есть знает, что происходит, да, соблюдает справедливо и права, и обязанности каждого, мне кажется, в такой семье изначально будет здоровая атмосфера, и это будет счастливая семья. И все же второй момент, я хочу большой акцент сделать на женщин. Это мы не только каждый из нас, наверное, да, практически, мы те же самые мяри, ежери. И надо посмотреть, насколько мы сами хорошо относимся к своим невесткам. И сегодняшние снохи завтра будут мярноны. Говорят, вот я читала комментарии, изменить положение, вот это вот сложившееся, да, часто негативное, уже невозможно. Нет, конечно, я всегда верю, что возможно, и меняется оно у нас в головах. Сегодняшние девушки, допустим, которые какой-то несправедливостью сталкиваются, или которых, наоборот, алхамдулилlah, все хорошо в семье, завтра станут теми самыми мярноной. И если мы постараемся запомнить все то, что было нам неприятно, и в будущем соблюсти, чтобы не испытывала это сноха, мы уже изменим следующее поколение. А это уже здоровая семья, здоровые дети, это здоровая психика. Психика, да. И вот это вот количество разводов, которые происходят, это очень тяжело наблюдать для нас, для нашего народа. Это трагедия на самом деле. Поэтому я надеюсь, что в первую очередь, помня о правах других и соблюдая их, мы сможем как-то немного более мирно жить. Да, Эндали. И мне, в свою очередь, подводя итог нашей беседы, хочется вас поблагодарить и вашу организацию за ваш труд, за ваше усердие, за то, что вы вот таким вот образом помогаете женщинам. Пусть побольше от вас уходит счастливых. И хочу поблагодарить за то, что вы сегодня пришли к нам в студию, уделили нам время.